минут по городу Джахару. 16:08, да. С вами снова я, Аслан Арцуев. Канал Реалити в YouTube у нас стримы. В ТикТок Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Сердечно. Как обычно, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, друзья. Так, у нас проблемы с интернетом, я вижу, тут начинаются. Ну да ничего. Я думаю, справимся. Бургер Кинг, привет. Аслан, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Джонсон. Джонсон. Джонсон, Соломонсон. Так, давайте собирайтесь, друзья. Собирайтесь. И я вам расскажу очень интересные вещи. Сегодняшний свой стрим, как я вам вчера обещал, когда стрим был на чеченском языке, называется «Даудов фаворит Кремля. Кадыров номер 2». Так ли это? Давайте выяснять. Обратили внимание на то, обратите внимание, возобновить трансляцию. Что у нас? Проблемы с трансляцией. Скажите, в ТикТок у нас трансляция нормально идет? Какие-то у меня тут выходят. А? Скажите, все нормально? Интернет у нас пашет? Нормально. Спасибо, спасибо. Ну и так, друзья, смотрите. Не было бы ничего удивительным, если бы было бы иначе. Так как путь Ахмада Хаджи Кадырова – это путь человека, который клялся и преданности президенту Аслану Масхадову, и затем вероломно воткнул нож в спину нашему президенту Аслану Масхадову. Ахмад Кадыров, гауляйтера фашистской России во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, сын продолжает традиции отца. Дело в том, если вы обратите внимание, они друг друга называют братьями. Они говорят: братья, мы там жить друг друга без друг друга не можем, и так далее, и так далее. Даже есть видео, где Рамзан Кадыров и Магомед Даудов такими реверансами в сторону друг другу отвешивают, там, отплясывают, что, можно подумать, что они друг без друга жить не могут. Настоящие братья. На самом деле это не так. И вы, если хотите поспорить со мной, просто посмотрите, почему Рамзан Кадыров назначает своих детей и своих родственников, своих зятей, всех, кого только можно. Почему-то не брата Даудова Магомеда назначает на министерские посты, не зятя Даудова он назначает, своих назначает. То есть это все фигня. Брат, сват, там, Кондрат. Дело это обычные подельники, обычные бандиты, предатели своего народа, чеченского государства, которые сейчас у власти. И другого выхода у них нет, так как эти люди по локоть, по шею в крови чеченского народа. Давайте посмотрим, что произошло. Недавно было назначение Магомеда Даудова фактически вторым человеком в республике. Рамзан Кадыров лютой ненавистью, ходят слухи из окружения Кадырова, что они друг друга лютой ненавистью ненавидят. И Рамзан ничего не
чтобы снять Дауда. До сих пор так было. И Даудов возглавлял парламент. Он, в принципе, ну что за парламент? Какой парламент может быть в оккупированной стране? Правильно? То же самое касается не только оккупированной нашу страну, это касается там других регионов России, у которых вначале, когда объявляли как федерацию, вот это фашистское образование, дали какие-то полномочия, но прошло время, и у них все забрали. И нету ни у кого там, ну, может, кто-нибудь там, местное самоуправление какое спускается сверху, с Москвы. Что в Дагестане мы видим происходит, в Ингушетии мы видим, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, ну, везде все это очевидно, заметно. Чеченская республика стояла особняком, потому что был геноцид, и мы, чеченцы, часть России, мы не хотим быть частью России, никогда ею не будем. Но дело в том, что оккупировав нашу страну, поставили нам гауляйтеров. И Магомед Даудов, ну, не знаю, когда он стал работать на русских, может быть, изначально он работал на русских, может, его пленили и завербовали. Это вам точно, когда это произошло. Факт, то, что этот человек сперва был на нашей стороне, потом без зазрения совести перешел на сторону русских, убивал чеченцев. Есть видео, где он принес труп убитого чеченца. Неизвестно, реально тот воевал против, или как обычно это была спецоперация. Бросили нога труп и оскорблял отца, грозил отцу, грозил другим родственникам, если типа мы вас там не оставим. Короче говоря, Магомед Даудов и Рамзан Кадыров заклейменный, запатентованный преступник и враг, убийца чеченского народа. С одной лишь разницей. Магомед Даудов более умный, более презентабельный, по крайней мере, и внешний вид. И это на самом деле не плюс. Это не плюс для нас. Нам лучше было бы, конечно. С другой стороны, если мы исходим из делает, например, Рамзан Кадыров, и то, что назначение Даудова, что-то все опасный, ну, опасный противник, можно так назвать. Они являются убийцами, людоедами, и в этом смысле они, как любые пауки ядовитые, змеи, они представляют опасность. И сейчас Магомед Даудов, который фактически не объявлен в военных преступлениях. На Западе нигде он как, ну, по крайней мере, мне неизвестно, что он зафиксирован как военный преступник. Это раз. В отличие от Рамзана Кадырова, который обещал Америку рак, грозился всех убить, там, угрожал и так далее, и так далее. Хотя Магомед Даудов угрожал только Тумсу Абдурахманову. И то это у них была договоренность, и Тумсу Абдурахманов, и Магомед Даудов, и Ахмед Закаев